Суть человека не в том, что тебе он открывает, а в том, чего он просто не в силах открыть. Ты же в тон вслушайся речи его, в тишине. Джебран Халиль Джебран. Дорогие друзья, добрый вечер. С большой радостью представляю сегодняшнего гостя, постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане, координатора системы ООН в Кыргызстане, господина Александра Николаевича Аванесова. Добрый вечер, Александр Николаевич. Спасибо за ваше время, за ваше желание ответить на наши вопросы. Начнем с шутки. Все-таки предновогоднее время. Да? Мы все хорошо помним замечательные фильмы Данелия, помните, в Афоне. Один из героев обращается, вот, по-моему, к самому Афоне, там с вопросом: ты не помнишь, что там он про Гондурас решил, да? Ну и незатейливый ответ: кто он? Кто он? Кто он? Вот это вот вторая фраза. Особенно, да? Вот этот вопрос мне хочется и вам задать. Да? Вот, ну, понятно, что в каком-то расширении, может быть, более серьезном, вы руководите системой ПРООН, а это неотъемлемая часть, естественно, ООН. Что представляет сегодня вот эта большая, замечательная организация в наше сложное время, время глобализации, время больших вызовов? Вот, давайте начнем, может быть, вот как бы с этого вопроса, а потом, конечно же, поговорим именно о работе ПРООН в Кыргызстане. Ну, знаете, я думаю, что вот в это время ООН старается сделать все возможное, чтобы справиться с теми вызовами, которые наше время не скупится, так сказать, представить и человечеству, заставлять человечество на эти вызовы отвечать. Вот. Ну а поскольку ООН — это совершенно уникальная организация, которая объединяет 193 страны, то есть весь мир фактически там, это межправительственная организация, в которой обсуждаются вообще все вопросы современности. От самых острых, связанных с конфликтами или там, с вопросами, связанными с эболой, инфекциями, заболеваниями, катаклизмами, землетрясениями, катаклизмами, связанными с изменением климата, то, конечно, эта организация, это, конечно, то место, где, во-первых, выслушиваются все эти, воспринимаются все эти проблемы, очень серьезно обсуждаются, и на основе этого делаются какие-то решения и шаги, которые либо подталкивают страны к решению этих вызовов, либо, так сказать, идет объединение стран и международных усилий на уровне академий, профессиональных союзов для того, чтобы решать эти вопросы. Так что вопросов, как вы знаете, этих немало. Вот, но только что генеральный секретарь ООН, он дал пресс-конференцию буквально на этих днях, в определенной степени по итогам года, где он как раз обозначил такие вот приоритеты для организации. Но вы знаете, что сейчас закончился климатический саммит, пресс-саммит, подготовка к саммиту в Лиме. И вот это сейчас об этом очень много говорят, готовятся к 2015 году выйти с новым соглашением международным о том, что должны сделать страны, чтобы как-то нивелировать процессы, связанные с потеплением климата. Это вот такой момент он отметил и с этого начал. Второе, в 2015 году генеральный секретарь ставит задачу завершить работу по стабилизации и вообще решению вопросов, связанных с ситуацией в Сирии. Он особое внимание уделил вопросам, связанным с повесткой развития. Это, конечно, подведение итогов целей тысячелетия в 2015 году, вот, и выработки новой стратегии на последующий период. Вот этот важный момент. Очень интересный приоритет, который он высказал, это борьба со всякого рода фобиями. Ну, это я так интерпретирую, я не цитирую. Особенно против тех партий, правых сил, скажем так, которые стремятся урезать права меньшинств, и вообще, так сказать, да, которые все больше побеждают, да, в последнее время? Ну, не то чтобы больше побеждают, но проявляют себя очень активно и проявили себя очень активно в целом ряде стран в последнее время. Вот такие интересные моменты, да.
Ну и, конечно, там много вопросов, связанных с ситуацией в Судане, и в Ираке, и в Афганистане, безусловно. Вот вам такой набор тем, да? Но но это такие приоритеты, ну, очень, очень глобальные, да, которые всех абсолютно затрагивают. И они стоят на повестке дня организации вот, в верхней части, как говорится. Но совсем не менее важное значение имеют и проблемы, которые обсуждаются во многих десятках организаций системы ООН. Система ООН огромная. Она включает в себя и специализированные учреждения, и, конечно, те организации, которые присутствуют в Кыргызстане. Их 21, это и программа развития ООН, и детский фонд ООН, и Всемирная продовольственная программа, женщины ООН, Верховный комиссар по правам человека по беженцам и так далее, Международная организация труда, ВОЗ, UNAIDS, вот, так что и целый ряд других, ЮНИДО по промышленному развитию, и у каждой из них есть своя повестка, которая зиждется основана на повестке национальных правительств. Могли бы вы немного вот ввести в курс дела, рассказать о наиболее, наверное, интересных проектах, ну, особенно, наверное, за последнее время, за время вот вашего мандата, что наиболее значимое? Вот, за 3,5 года, может быть, за 4, потому что я приехал после событий июньских 2010 года. Конечно, вот в этот период было несколько таких даже уже подэтапов. И первый этап, конечно, был связан вот с событиями после 2010 года. С одной стороны, это гуманитарная огромная помощь, которая была всеми организациями ООН, ну, многими, во всяком случае, оказана. И тут очень явные, так сказать, результаты этой работы, связанные с восстановлением школ, детских садов, документации, оказание помощи людям по линии психологической помощи, обеспечение работой, обеспечение возможности различным группам населения работать вместе по каким-то проектам. Вот это мы стимулировали всячески через свои программы и через те ресурсы, которые мы получили через запрос, который был в то время сделан ко всему миру о том, чтобы помочь Кыргызстану. Вот. Вот я думаю, что я приехал тогда, когда это уже как бы стало осуществляться или осуществлялось. И поэтому я думаю, что вот то, что мы предприняли тогда, вот эти усилия, они во многом способствовали стабилизации ситуации и потом выход уже на ту работу, которая была исключительно важна вот за последние, наверное, 2 года. Ну, естественно, в то время ведь шла не только гуманитарное содействие, поскольку прошел референдум, новая конституция, новый подход к государственности через парламентскую, создание парламентской системы, то речь шла о большой такой, ну, я бы сказал, экспертной поддержке вот этих процессов. Вот этого перехода, транзита от президентской к парламентской форме управления. А это очень, конечно, серьезный сдвиг в обществе, да, который отразил интересы общества. Вот. Ну, а вот последние 2 года это все-таки уже более такая невосстановительная, если хотите, созидательная работа по тому, чтобы страна двигалась удачно и по этому пути политической системы, с одной стороны, поэтому много работы и с парламентом, и с отдельными министерствами по направлению реализации вообще вот этой системы конституционной. Это борьба за то, чтобы в стране заработали институты новые. Ну, например, да, самый последний свежий пример – это Конституционная палата. Да? Вот, она существует год, и, естественно, начала вот, ну, если сказать, можно сказать, с нуля, но это орган, который сейчас уже вот с помощью и нашего проекта, и проекта совместного с Европейским Союзом, других организаций приобретает уже черты, так сказать, хорошего института, который играет колоссальную роль для того, чтобы вообще обеспечить конституционность законодательства и всех действий правительства и так далее. Вот. Ну, а если по другим направлениям, то, конечно, мне очень самому импонирует все то, что непосредственно связано с развитием населения, населенных пунктов, регионального развития, если можно так сказать. Да, вот здесь я хотела просто, я извиняюсь, прерываю, конечно, это даже не ремарка, скажем так, да. Конечно же, деятельность ПРООН сразу ярко была замечена и всегда, особенно на уровнях правительства и так далее, да, вот. Но хотя очень много было всегда проектов, вот,
как раз с населением, да, я даже помню английское слово grassroots, да, которое Да, вначале grassroots, конечно, да. сложно. Сначала оно не понималось, да, сразу. Его даже корни так и переводили, я помню. Да, Корни да, травы, да, потом дословно. Да, что в этом что-то есть тоже, да. Да. Да, смысловое, может Да. быть, да, кстати. Вот. Но такое впечатление создается, ну, я просто вот общаюсь с сельчанами и так далее, не всегда все знают. Не все знают о ПРООН да. или об ООН, да? Да. Ну, это... Я имею в виду о проектах, именно Конечно, которые вот... да. Ну, это связано прежде всего с тем, что мы, конечно, не можем охватить всю страну. Но вот сейчас у нас один из таких очень удачно идущих проектов. Вот вы спросили, какие проекты удачные. Я, например, считаю, что один из наиболее удачных проектов, вот сейчас идущих, это проект комплексного развития Нарынской области. Вот, где, если вы приедете в Нарын, поговорите с сельчанами 30 аилов, в которых мы работаем, я думаю, что все скажут, потому что там, понимаете, конечно. там очень здорово получается. Там сотни людей получают доступ, скажем, к нормальной воде в результате этих проектов. Сотни, ну я сейчас там хочу статистику, это, ну, вот, например, 640 тысяч людей получат доступ к улучшенным условиям с точки зрения энергоснабжения. 27 тысяч, это просто у меня вот в памяти сейчас всплывает, потому что недавно обсуждали этот проект. Значит, 27 тысяч, если я не ошибаюсь, улучшат свои доходы на 20% в среднем. Вот за счет грантов, которые мы представляем. И так далее, и так далее. То есть гранты с экономическим развитием связаны, да? Да, как бы как с экономическим микрокредиты, развитием. что-то Это не масса. кредиты, это гранты, вот, которые не возвращаются. Вы очень много, естественно, сотрудничаете с другими международными Да, организациями, да? Вот, ну просто вы нам напомните, какие наиболее, может быть, яркие, Да, вы знаете, ongoing как бы, да, проекты. в Кыргызстане вообще очень хорошее взаимодействие между всеми партнерами по развитию. Мы вот вы заметите, мы в последнее время все чаще используем не просто слово донор, вот, да, мы как-то стараемся уходить вообще от этого. Мы говорим о партнерах по развитию, подчеркивая, что дело не в деньгах только лишь, а дело и в передаче экспертизы, и в нормальном взаимодействии, координации и так далее. Ну, что бы я сказал? Фактически со всеми теми, кто здесь присутствует, из таких, ну, основных, а может и не основных, как говорится, доноров и партнеров по развитию, мы ведем сотрудничество. Ну, среди них я бы выделил из таких последних, которые вот последнее время, особенно с нами, с ООН, стали больше работать, это Российская Федерация, хотя она является, как вы знаете, партнером по развитию Кыргызстана, наверное, одним из крупнейших на протяжении всех лет независимости. Вот просто это не всегда заметно, но ясно, что когда идут серьезные списания долгов и так сказать, уменьшение бремени финансового с точки зрения закупки нефти, газа, бензина, горючих, смазочных материалов, это ладно. Значит, это Российская Федерация, это вот Нарын, это вот сейчас будет очень серьезный проект по... Но здесь вы говорите именно в рамках ПРООНовских, да? ПРООН и ООН. И ООН шире, с ЮНИСЕФом, Всемирной продовольственной программой. Нет, здесь в более широком плане. Хорошая очень работа идет с японским правительством, с правительством Японии по вопросам предотвращения стихийных бедствий. Японцы очень активно поддерживают все то, что делается и в Кыргызстане, и в Центральной Азии по снижению рисков стихийных бедствий. Даже есть такой диалог Центральная Азия плюс Япония, где идет такое региональное взаимодействие, очень серьезное, тем более, что в марте 2015 года состоится третья глобальная конференция по сокращению стихийных бедствий, где Кыргызстан. Вообще Кыргызстан делает очень большие шаги правильные в плане вот налаживания этой работы. Вы знаете, что на днях буквально мы вместе и с японским правительством, и с министерством, и министерствами фактически, но которые лидировал МЧС, открыли единую информационно-управленческую систему. То есть в стране заработает система 112 по всем вопросам. То есть тебе не надо будет думать там, вот если у меня там, не дай бог, что случилось, не знаю, что там, прорвало воду или еще что-то, куда звонить. Набираешь 112, это номер телефона. Тебя тут же переадресуют туда, куда нужно. Или там, скажем, что-то с ребенком случилось, или там насилие в семье и так далее. Вот. Вот этот момент. Очень хороший проект с USAID у нас был в этом году по бюджетной прозрачности.
И мы продолжим на следующий год работу по Борьба с коррупцией, борьба это с как бы коррупцией. часть этого, да? Да, это очень серьезный момент, потому что системная коррупция связана с бюджетом всегда. Вот, о том, как расходуется бюджет, как он используется и так далее. Хорошие с Европейским Союзом. Проекты, вот я упомянул уже по социальной справедливости, с германским правительством Германии. Они очень так активно нас поддерживают. У них есть свой GIZ, да, но правительство часто работает и с нами, в частности сейчас по проекту о поддержке в области выборов, поддержки по выборам. А вы знаете, что это один из таких ключевых вопросов для политической жизни страны в ближайшие 3 года. Потому что будут общие выборы, парламентские выборы на следующий год, потом локальные выборы, местные кенеши. И в 2017 году выборы президента. Так что вот такие моменты. Но я забыл назвать одного из очень плотных и очень активных партнеров наших, это Финляндия. Правительство Интересно. Финляндии. Вот понимаете, мы очень здорово работаем с этим правительством, и правительство поддерживает очень конкретные проекты. Это проекты по правозащитные, да, в какой-то степени, но назову точно. Это по продвижению торговли, это по доступу к правосудию. Вот, и мы думаем о целом ряде других проектов, которые мы с Финляндией можем. Оказывало взаимодействие. Очень хорошие у нас идеи с Южной Кореей поработать. Но мы готовы вообще работать со всеми, потому что система позволяет сотрудничать абсолютно. Но я подчеркну один момент здесь, что очень важно то, что мы начали работать. Во-первых, есть ресурсы и правительства, которые идут через ПРООН. То есть это софинансирование. За счет наших ресурсов мы позволяем усилить некоторые вложения, которые идут по линии бюджета. Вот. Интересно, какие это линии? Это по региональному сотрудничеству. А вот недавно я хотел подчеркнуть даже не это. Я хотел подчеркнуть то, что в последнее время у нас началась работа с местными органами власти, которые все больше и больше видят пользу от того, что они используют наши механизмы взаимодействия. Даже если это небольшие, 10-15 тысяч, 20 тысяч, вот, социального направления проекты. Вот в Баткенской области мы сейчас начали такой проект, где вложения идут от, казалось бы, тех администраций, которые мы традиционно считаем там бедными и т.д. и т.п. Но на самом деле есть и не бедные. Так, 3 области вы уже назвали, за разговор еще 4. И в Иссык-Кульской области очень много идет. Вы знаете, у нас есть такая программа, вот на примере этой программы, программа малых грантов. Она охватывает все 7 областей. Вот я недавно просмотрел как раз отчет этой программы. Это программа малых грантов, которая финансируется глобальным фондом по экологии. Вот. А сумма не очень большая, 250, там порядка 300 тысяч. Но во всех областях, вот это мне тоже понравилось, абсолютно по вашему вопросу, и в Таласской, и в Чуйской, и в Иссык-Кульской, и в Нарынской, и в Волжской, и в Джалалабадской, и, значит, Баткенской. Видите, я всех. Вот, значит, есть по несколько очень интересных проектов. Причем они связаны в основном с чем? С энергоэффективностью. Вот, связано с защитой биоразнообразия, там, отдельного вида птиц, там, каких-то и так далее, растений. Вот по грецким орехам, там, значит, вы знаете, в Джалалабадской области, там очень интересный проект. С барсом. С барсом, совершенно верно, да. С барсом это серьезная работа идет. Да, и вот недавно даже вот такой был проект, казалось бы, небольшой, но он очень интересный, с Союзом фотожурналистов, фотожурналистов, значит, по сохранению барса. Да, Влада Ушакова я видела. Через вот, выставки, через фотографию, через искусство. Вообще через культуру, искусство и вот такие средства доносить то, что делает ПРООН, даже не важно, или ООН, не важно то, что мы делаем, важно, что мы достигаем. Да. Поэтому у нас, кстати говоря, вот сейчас в наших представлениях, в наших рассказах, разговорах мы стараемся не очень-то много делать там, акцента на ресурсы, сколько на результаты нашей работы. Потому что по ресурсам у нас большие ресурсы. За последние 10 лет $500 миллиарда сюда вложено по линии ООН. Вот мы говорим о системе ООН.
Понятно, что основные задачи, естественно, очень благородный, он всегда на передовом фронте, там, где, так сказать, мировые болевые точки, и понятно, что она включает в себя большое количество стран, около 200, и этим наверняка обусловлена вот некая тяжеловесность, если позволю себе такое слово, ну или вот просто бюрократизм процедур, как и внутри по принятию решений, да, ну, так и каких-то своих вот организационно-процедурных моментов. Вот как бы вы с этим постоянно сталкиваетесь, наверное, как бы вы нам это объяснили? Вы знаете как, ну, действительно, у нас довольно серьезная система и отбора, и рекрутмента, и закупок и так далее. Но она, вы знаете как, она, я не скажу, что она очень тяжеловесная, но она совершенно необходима. По одной простой причине, понимаете, у нас вообще в ООН очень внимательно следят за тем, как тратятся деньги. И это связано прежде всего с тем, что ресурсы, которые мы получаем, идут из бюджетов разных стран. То есть это деньги налогоплательщиков. Понятно. И мы, в общем, головой отвечаем за то, чтобы они не были... Не транжирились. Не то, что не транжирились, а правильно использовали, не дай бог, чтобы не было и и, так сказать, коррупции и так далее. В этом отношении у нас никакой толерантности к этим вещам нет. И поэтому мы готовы иногда подольше что-то делать, нежели столкнуться с этой тематикой, с этой проблематикой. Значит, я вам скажу, у нас, например, есть hotline, или там горячая линия по коррупции, и каждый человек, внутренний, если, да, абсолютно, она доступна абсолютно всем на публичном сайте. У кого есть какие-то данные, всегда можно послать по этой hotline. Я всегда это говорю тогда, когда мне иногда приходит, говорит, ну вы знаете, там вот мне кажется что-то. Я говорю, хорошо, вот hotline, давайте посылайте, это вообще пойдет напрямую в штаб-квартиру, никто даже знать об этом не знает. Люди начнут разбираться. 3,5 года Бог миловал. Вот, значит, это первое. Второе, это вот я хочу отметить, что наряду вот с этими жесткими процедурами, которые мы, в общем, стараемся как-то не то чтобы эффективнее или да, меньше эффективнее использовать, да. Потому что там есть человеческий тоже фактор. Можно одну бумагу рассматривать там 2 часа, а можно 2 дня, вот, или 2 недели. Да, это вот мы с этим боремся активно очень. Значит, чтобы все было быстро и четко. Но у нас есть такое понятие, как прозрачность. И вот в этом году я вам скажу, что мы с гордостью можем сказать, что программа развития ООН была признана по индексу прозрачности внешней помощи организации, которая предоставляет абсолютно все материалы по своим 6000 проектов, которые существуют вообще в мире на сумму, там, я не знаю, несколько миллиардов долларов, и по каждой стране можно это посмотреть. Можно выйти на сайт undp.open.org и посмотреть, в том числе по Кыргызстану. Тоже хочу сказать такую вещь, что да, у нас есть процедуры, которым мы обязаны следовать. Но при этом в ситуациях, когда нужно принять решение быстро, с учетом потребностей страны, мы это делаем с одобрения нашего руководства, даже не то чтобы обходя процедуры, а их сокращая. Вот, например, в июньские события у нас был так называемый ускоренный процесс всего, и найма, и реализации. Это все там вместо месяца, это было там неделя. То есть, понимаете, мы тоже гибкие в этом отношении. И эта гибкость, это особенность вот программы развития ООН, по крайней мере, я могу сказать об этой организации, которую знаю очень хорошо на протяжении 20 с лишним лет. Так что в этом отношении я думаю, что хорошее сочетание жесткой бюрократии, которая необходима, когда имеешь дело с деньгами, и гибкости, и понимание, где эту гибкость проявлять, вот это вот то, что мы стараемся делать в Кыргызстане. Права человека, мы о них говорили. Естественно, это важнейшая, так сказать, сфера жизни человека, индивидуума. Ну, естественно, у ООН есть вот целый серьезный механизм, так сказать, борьбы с нарушениями прав человека, специальные процедуры, механизмы и так далее. Да? Ну, мы знаем, Кыргызстан подписант практически всех конвенций. Вот возникает вопрос часто, достаточно ли всех этих мер, чтобы реально как бы побороть вот всю ту, скажем, несправедливость,
нетерпимость, нарушение прав человека. Да? Может быть, как говорится, вот расхожая поговорка, собака-то зарыта не там, а в каких-то других сферах, в сфере образования, повышения каких-то нравственных качеств, воспитания, соответственно, просвещения. Как избежать стигмы, как избежать того, чтобы тематика прав человека не искажалась, понимаете, потому что она искажается очень часто. Противопоставляется права человека там, каким-то культурным ценностям. Но простите меня, когда мы говорим о такой ценности, которую, ну, наверное, никто, во всяком случае, не оспорит, как ценность семьи, но при чем здесь там, меньшинство? Ну, две разные вещи, одно другому совершенно не мешает. Тем более, что никакая семья, к сожалению, не застрахована от того, что, скажем, в этой семье может появиться человек сексуальной ориентации. Другой, да. Вот, но это, ладно, это, так сказать, но это связано, конечно, и с образованием, вы правы. С людьми надо говорить. Вот, например, да, как бороться с фобиями? Да, есть простой ответ. Надо с людьми говорить, надо с людьми рассказывать, надо даже с теми людьми, которых мы очень сильно не любим за фобии, а им надо объяснять, особенно молодежи. Потому что молодежь очень легко на принципах фобии втянуть очень неприятные вещи. Да, совершенно. На страхи, на фобии, да. Ну, вот, Александр Николаевич, вы уже ответили, в общем-то, на мой следующий вопрос. Я хотела коснуться права человека, тесно связаны, естественно, с борьбой против стигматизации, да, людей, не только и меньшинств, и, скажем, и инвалидов, и так далее, и всех. Но это надо делать всегда по-умному. Понимаете, это всегда нужно, ну, как всегда, нужно всегда учитывать национальный контекст, тем не менее. Да? Вот сейчас много говорят о многоязычии. Вот. И абсолютно это правильно, что нужно сохранить, если ты живешь, если у тебя есть комьюнити, где говорят на твоем родном языке, пусть он даже не государственный или неформальный, конечно, надо сохранять язык, потому что это дает тебе возможность свои корни знать там, через книги, там, через разговоры, через, я не знаю, культуру, музыку, там, я не знаю, что угодно. Значит, да, конечно. Но понимаете, если ситуация складывается так, что ты не можешь использовать этот язык, да, для поступления, для работы в государственных учреждениях, потому что есть государственный язык. Ну никуда ты не денешься. В Германии ты не придешь там без немецкого языка работать там в Министерстве иностранных дел. Ну не придешь, ты должен его знать. Вот, или еще куда-то. Вот, поэтому здесь нужно очень умно поступать. То есть я считаю, что линия на то, чтобы укреплять государственный язык во всех странах абсолютно, она абсолютно правильно. Если кто-то хочет интегрироваться в это общество, он должен интегрироваться в это общество и знать язык. Да, другое дело. Но государство должно помогать. Да. Понимаете, потому что действительно интеграция других этносов, вот, ну, особенно которые там, скажем, не традиционно веками живут в этом регионе, и которые уже как бы ассимилировались и интегрировались фактически естественным образом, которые, например, сравнить недавно, но это связано с миграцией, миграцией и так далее. Да? Не, ну и у нас же еще связано, так сказать, с общностью, такой как Советский Союз, в частности. Конечно, это же как бы наследие, скажем, это же все надо понимать. Это раз, государство должно помогать, и все-таки не сводить, у нас, к сожалению, иногда сводится дискурс, очень политизируется вокруг языка. Безусловно. То есть это не значит, что один язык является врагом, так сказать, другого. Конечно, безусловно. Вот иногда прям скатываемся к этому. Иногда политизация, безусловно, происходит, и это ничего хорошего не несет, так я вам скажу. Да, действительно. Возвращаясь к теме толерантности, терпимости, недавно, вот я помню, было сообщение, я думаю, все это отметили, и это было как бы не первый раз, генеральный секретарь ООН, господин Пан Ги Мун, вот когда-то он встречался с
певцом Psy. Это, видимо, было Да. тоже, ну, он из Кореи, понятно, очень модная была музыка. Помните, да? Да, Gangnam конечно, Style. да, конечно. Да, как бы журналистам, во всяком случае, вот такая информация часто нравится, да, она как бы выходит, скажем, Ну, конечно, из она рамок. показывает Да. человеческое лицо Вот, как бы, лидера. вот, да. Вот, но в этом году вот состоялась встреча с победителем конкурса этого года Евровидения. Видимо, вот критерий был такой, но если бы не тот факт, как бы, что это вот специфическое лицо, как бы девушка с бородой, да. Ну, ничего, Да. что я смеюсь, да, на мне. Ничего, нет, это ваше, так сказать, понимание этого. А Мое недопонимание, вы хотите а сказать. понимание других, то, что, Да. это Нет, так. ради бога, естественно, я тут другое хочу сказать. Естественно, когда такое лицо, как генеральный секретарь, вот встречается, но, естественно, все это продумано, как бы, да. Конечно. То есть это Конечно. некий месседж. Генсек ни с кем просто да. так не встречается. Да. Это верно, во-первых, потому что у него нет времени на это. Вот, потому что там график, если посмотреть на график Генсека, это, я Ну, не понятное знаю. дело, да. Значит, Многих это шокирует, и не только вот по причинам какого-то узкого понимания или еще, ну, скажем, по приоритетам, которые Генсек выбирает, скажем. Это же все-таки, вот у вас тоже прозвучало, это все-таки, ну, скажем, малая часть населения. Ну, да и вообще, пардон, девушек, если мы говорим сексуальные меньшинства, это одно, да, а тут это некие вызовы. Есть здесь. общества более консервативные, менее консервативные, и поэтому разные отношения к этому. Ну, Генсек, я думаю, я уверен в этом, он хотел этим показать, что мы должны стремиться никого не стигматизировать. Вот это, я думаю, об Вот это этом. основной был. Вот да, это вот да. основной месседж, понимаете? Я думаю, Даже что... вот, пусть даже это будет девушка с бородой, как бы да, это получается да. усиленная такая метафора. Нет, я здесь не вижу никакой абсолютно проблемы, но есть консервативно настроенные люди. Да. Понимаете, когда в свое время это было ограничение очень серьезное. Да, но, Алексей Николаевич, здесь-то вопрос другой возникает. Это все понятно, что как бы не стигматизировать и так далее. Да, людей и общества. Да, консервативность. Но если дальше идти, мы вообще можем эту толерантность как бы вообще раздвигать границы. Все-таки у нас же есть некий стержень, у человека Конечно. есть стержень нравственный, Ничего не надо есть, никому да, он навязывать. общий. Абсолютно. Нет, но тогда права тех других ущемляются. Конечно. Нет, ну вы понимаете, относиться по-разному можно и не ущемляя. Понимаете, мне это нравится или не нравится. Понятно. Но и при этом, если я нанимаю кого-то, да, на работу, например, да, для меня не будет иметь значения сексуальная ориентация этого человека. Потому что если я честно выполняю те принципы, к которым я как бы или как страна, или как индивид подписался, да, если ты, скажем, ну, грубо говоря, выполняешь нормы устава ООН, как член ООН, да, или как сотрудник ООН, то ты не должен по признакам расы, пола там, и так далее, дискриминировать. Вот. Поэтому я думаю, что здесь на это надо смотреть. Но я соглашусь с тем, что навязывание кому-либо каких-либо ценностей не должно происходить, вот, но в то же время необходимо, чтобы вот эти две тенденции, пусть даже консервативность, и в то же время выполнение норм, так сказать, под которыми либо твоя конституция тебя призывает это делать, либо там международные соглашения, под которыми ты подписался, их не надо выполнять. Ну, а, кстати, как вам Кыргызстан? Вот на комплимент хочется нарваться. Я слышу часто, во всяком случае, от иностранцев, ну, вы не такой уж и иностранец в определенном смысле, что по сравнению, вот, чувствуется, Ну, больше... здесь другая система. Да. Здесь, понимаете, здесь другой настрой. Вот. Здесь нет очень жесткой концентрации власти в определенном посту и институте, как президентская Понятно, власть. Это просто идет еще и от этого. Вот, да, конечно, выделяется. Конечно, выделяется. И многие, кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, что это не очень хорошо, потому что вы же видите, например, очень часто за счет того, что здесь парламентская система, да, задерживаются некоторые, скажем, вопросы, решение некоторых вопросов.
президенту приходится эти вопросы решать или подталкивать там как-то через парламент. А где-то эти вопросы решаются одним взглядом президента, понимаете? Вот. Но я лично считаю, что система Кыргызстана исключительно правильная, и ее надо всячески поддерживать и развивать, потому что она создает условия для сдержек и противовесов, о которых мы всегда говорим. Чтобы никто, ни у кого никогда не поднялась рука использовать в своих целях свою власть, бюджет и так далее. Замечательно. Ну, хорошо, вот, Александр Николаевич, а непосредственно вопрос о ваших впечатлениях, когда вы в Кыргызстан приехали, и вот вы уже сейчас более 3 лет. Интересно услышать, может быть, как вы вот чувствуете себя в стране, да, когда вы приехали, какие у вас были первые впечатления, может быть, шок культурный. Уезжать не хочу, так я вам скажу. Это вот первый показатель, когда человек не хочет уезжать, и ему интересно работать. Страна очень интересная, я вижу, что мы здесь можем и уже делаем, и делали всегда полезное дело. Вот мы видим результаты своей работы. Страна замечательная, что говорить. Вообще, я, как говорится, любовь к Азии у меня есть не только к Кыргызстану, но и вообще к азиатским странам. Но все-таки Кыргызстан, я думаю, в какой-то степени, безусловно, выделяется. Это я не для аудитории говорю, конечно, чтобы понравиться больше. Нет, понятно. А Кыргызстан, конечно, выделяется по многим показателям и характеристикам, которые, конечно, кому-то могут нравиться, кому-то не нравятся. Но мне лично нравится, потому что страна очень открытая, очень такая дружелюбная. Я с кем не поговорю, вот кто уезжал из страны, там дипломаты разных стран, все говорят, здорово, как было здорово, как хотелось бы вернуться и так далее. И в этом отношении Киргизия, понимаете, ну, во-первых, это совершенно потрясающая с точки зрения красоты страны. То есть, когда ты едешь там на Сарычелек или там, я не знаю, Асланбоп или да куда вон, в Аларчу поезжайте, и уже красота какая. Да и здесь тоже. Если дома не загородят вид на горы, то будет тоже сильное впечатление, уже не говоря о парках, которые, слава богу, еще существуют. Пользуясь случаем, хочу сразу сказать, что мы будем всячески говорить на всех и содействовать на деле тому, чтобы все-таки Бишкек оставался зеленым городом. Александр Николаевич, огромное спасибо, было очень интересно. Спасибо вам большое. Мы в пору тоже непростую, праздничную, да, предновогоднюю, ну, скорее всего, радостную, да. Скорее всего, передача выйдет прямо вот в новом году, в первых числах января. Давайте друг другу говорить комплименты, что бы вы пожелали. Я с удовольствием поздравлю и вас, и ваших коллег, и кыргызстанцев, абсолютно всех, с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать очень простых, но очень важных вещей кыргызстанцам. Прежде всего, крепкого здоровья. Способности и дальше двигаться дальше в становлении своей страны. Потому что решать еще проблем довольно много. Кыргызстанцы удивительно выносливый народ. Я считаю, что вот эта вот выносливость будет, конечно, иметь огромное значение и для ближайших лет. Но выносливость не единственное, что я вижу в Кыргызстане. Я очень восхищаюсь и креативностью кыргызстанцев, талантами кыргызстанцев. Я немного встречал, скажем, детей в мире, которые говорят на 3-4 языках. Так что я желаю весь этот потенциал, который здесь есть, его как можно больше раскрыть и использовать для благосостояния и своих семей, и своей страны. Так что всего самого-самого доброго, хороших праздников, не очень холодной зимы, и чтобы мы вошли в этот год в хорошем настроении, сохранили его,
приумножили, несмотря ни на какие сложности, которые, конечно, всегда встречаются. Спасибо большое. Замечательно, спасибо огромное. Да, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, у нас в гостях был постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане, координатор системы ООН в Кыргызстане, господин Аванесов Александр Николаевич. До новых встреч, до свидания.